работу Всероссийского фестиваля поэзии «Лермонтовский сезон 2017» в Пятигорске органично было вписано празднование 158-летия Косталя Ивановича Хитагурова, основоположника осетинской литературы, поэта, художника и общественного деятеля. В подготовке мероприятия приняли участие муниципальное и казенное учреждение культуры клубного типа «Дом национальных культур» и Пятигорская городская осетинская национально-культурная автономия «Эристон». Почитатели творчества Коста Хитагурова собрались у памятника певцу осетинской леры. Сюда пришли представители национально-культурных общин, творческая интеллигенция региона, студенты и горожане. Ежегодно на праздник приезжает делегация из Северной Осетии и Алании. На этот раз были гости из Южной Осетии. Ведущим поэтического митинга выступил председатель Союза писателей Ставропольского края Александр Куприн. То, что мы не только по праздникам или по юбилеям, а именно в каждый день рождения Коста Хитагурова приходим сюда, это уже говорит о величии поэта, в частности, Коста Хитагурова. Я не знаю, все пятигорчане гордятся тем, что Коста Хитагуров был здесь, что он здесь писал знаменитую свою книгу «Осетинская лира». Коста Хитагуров является гением, путеводной звездой для многих поколений осетинского народа. Творчество и память о нем – неотъемлемая часть не только народа Алании, но в данном случае и жителей города Пятигорск и, разумеется, всего мира. Вы знаете, я когда говорю о нем, я всегда вспоминаю слова о том, что он говорил, что лучшие годы своей жизни он провел именно здесь, в Пятигорске. Почему так? Потому что Пятигорск действительно уникальный город, уникален своими людьми, уникален своими традициями, уникален своей природой. Наверное, уникален еще и потому, что здесь был поставлен памятник Михаилу Юрьевичу Лермонтову, духовному вдохновителю Косты Хитагурова. Именно здесь, в Пятигорске, Коста Хитагуров возложил к обелиску венок от горской молодежи. Именно здесь, в Пятигорске, жила любовь его жизни. Такая безответная, чистая, искренняя Анна Царикова. Мне всегда приятно, что на этот митинг приходит молодежь. Потому что молодежь, наверное, лучше, чем кто-то, чувствует поэта, чувствует его открытость и искренность. Мне хочется сказать слова искренней благодарности и осетинской общине нашего города, потому что в этот день сюда приходят члены осетинской общины, сюда приходят друзья, близкие, знакомые, словом, те, кто готов сказать, что Коста Хитагуров действительно замечательный поэт, действительно в некотором роде пятигорчанин, несмотря на то, что родился и, к сожалению, последние годы своей жизни провел в Северной Осетии. Я поздравляю вас с праздником. Перед собравшимися выступил и художественный руководитель Угостинского государственного драматического театра имени Коста Хитагурова Тамерлан Зуцев. Я вижу сегодня вас здесь, около памятника великому поэту. Спасибо вам за то, что вы помните, кто такой Коста Хитагуров. Потому что для нас ваша память, она очень важна. Коста Хитагуров для нас является символом величия. Он для нас является самым святым поэтом, который есть у нас в нашем пантеоне. И сегодня то, что я вижу, как вы чествуете нашего поэта, то только низкий поклон вам. И спасибо вам большое за все. Митинг сопровождался творческими выступлениями местных и приглашенных поэтов и творческих коллективов. Коста Иванович Хитагуров всю свою сознательную жизнь посвятил борьбе за, так сказать, судьбу униженных, бедных своих соотечественников. Коста Иванович Хитагуров был необыкновенной, разносторонней, одаренной личностью. Это был поэт, писатель, публицист и художник. Он очень часто
в печати, так сказать, того времени печатал свои очень острые публицистические статьи, и что не устраивало власти того времени, и он, конечно, подвергался гонениям, неоднократно ссылался, значит, в частности, он ссылался в Крым, в Херсон. Костарь Иванович Хитагуров, он был, так сказать, значит, поэтом, демократом, поэтом, который всегда выступал за, так сказать, значит, дружбу между всеми народами. Он в совершенстве владел русским языком. Достаточно вам сказать, что свою великую бессмертную поэму «Фатима» он написал на русском языке. Костарь Иванович Хитагуров призывал к дружбе между всеми народами Северного Кавказа, между народами всей России. И символично то, что сегодня представители, так сказать, значит, многих народов нашего Северного Кавказа здесь присутствуют на этом сегодняшнем празднике. И я думаю, что то, что он нам завещал, о том, чтобы эту дружбу укреплять между народами, мы и дальше будем этому следовать и будем это в жизни претворять. Я почитаю стихотворение, которое посвящено Хитагурову под названием «Звезда по имени Коста». Одну из вновь открытых звезд назвали именем Коста Хитагурова. «Свети, звезда по имени Коста, звезда любви, таинственной печали, вы Цаликову Анну не встречали с улыбкой чуть заметной на устах. Ее всю жизнь любил большой поэт открытой и доверчивой любовью, но сердце отзывало тихой болью. Он так любил, она сказала нет. Ее поэт прославил на века в стихах и в удивительном портрете. Над Пятигорском тают облака, звезда зажглась и светит дивным светом. Не способен мщению, но злу противиться везде присуща мне. Не бойся, я и здесь не дамся обольщению. Красавец, чуждых мне по крови и стране. Люблю я целый мир, люблю людей бесспорно. Люблю беспомощных, обиженных, сирот. Но больше всех люблю, чего скрывать позорно, тебя, родной аул и бедный наш народ. За вас отдам я жизнь, все помыслы и силы. Всего себя лишь вам я посвятить готов. Вы так мне дороги, так бесконечно милы, что сил нет выразить, что высказать нет слов. Ему я посвятил стихотворение. Изгнанник, он боролся за свободу, и не щадя в борьбе последних сил, желая счастья своему народу, он как поэт его пророком был. Его слова звучат заветом ныне для всех, кто ненавидит ложь, вранье. Весь мир мой храм, любовь моя, святыня, вселенная, отечество мое. Прославленный горец Кавказа с открытым суровым лицом, подобно Шевченко Тарасу, он в жизни был смелым борцом. Ни бедность, ни горечь изгнания, ни тяжкий смертельный недуг за годы борьбы и страданий сломить не смогли его дух. Над грешным и страждущим миром из тьмы непроглядной ночи его осетинская лира аккордами веры звучит. Фестиваль еще раз доказал необходимость этих встреч. Коста Хитагуров объединяет своим творчеством и искренней любовью к родному и русскому языку многие народы Кавказа и сегодня. Эта мысль неоднократно была озвучена участниками фестиваля. Великие мастера слова не умирают. Этими словами был завершен творческий митинг, посвященный памяти Костали Ивановича Хитагурова.